Да, мы как раз вот через все эти ряды и пройдем. Ребятки, давай сюда, ребят. Алексей Малиновский. Впрочем, речь его была сбивчивой. А потом выяснилось, ту, которую он заготовил, ему запретили читать, и в последний миг подсунули листочки, приготовленные по приказу министра просвещения Разумовского. Так что Малиновский просто с трудом текст этот читал. А после него выступил Куницын, преподаватель естественного права, политических наук. Он потом стал любимым преподавателем Пушкина. И в библиотеке все было так же. Темно-синие стены, гирляндами расписанный потолок, 6 шкафов. Более 1500 книг было здесь, и многие из тех, что видим, те самые дошли до нас, от которых прикасалась рука лицеиста Пушкина. Старинные фолианты, один Кюхля, и каждый считал своим долгом над ним поиздеваться. А однажды обидел Кюхля. Кюхля бросился в Александру, вытаскивая бедолага. Или Кюхельбекер, мучимый бесом стихотворства, за его спиной чертик. А вот лицейские преподаватели ищут милости у министра просвещения. И здесь все было так же. Знаками зодиака расписан потолок, люстра первой трети XIX века, карта, глобус пушкинской пары, 3 ступени ведут в кафедре. А сколько пар, посчитаем? 6 по 5 мест. Всего 30 мест, да? И согласитесь, все это напоминает университетскую аудиторию миниатюру. Да лицей в правах и обязанностях приравнивался к университету. Вас это не удивляет? Поступали сюда в 9, 10, 11, 12 лет. Пушкин поступил в 12. Учились сколько лет в лицее? 6. И, значит, заканчивали лицей в том возрасте, в каком обычно русские юноши лишь поступали в университет. Например, господин мужчина, прекратите болтать с господином Пушкиным. Но никто не обращал на него внимания. Беседы длились порой до самого утра. А как? Через перегородки. Прорубили арки, и получился длинный коридор. А продольные стены, как и сейчас, были не до потолка. И первая комната для обслуживающего персонала. И первому выпуску повезло. А стенка делит одно пополам. Вот Пушкин. Обе половинки фоточки можно открыть и проверить каждую комнату. Все было предусмотрено. Номер 12 Федор Матюшкин. Его прозвище было «Плыть учится», и он стал кругосветным путешественником, адмиралом. Номер 13 Иван Пущин, 14. Он не брать. Понимаю, что за участие в дуэли он будет наказан. Действительно, Константин Павлович разжаловали солдаты, так что военную карьеру сделать он